Ирина Гацеридзе, медсестра абхазской армии, герой Абхазии, пропала без вести во время мартовского наступления 1993 года. Позже стало известно о ее гибели. После войны, опознав ее среди эксгумированных тел в районе Республиканской больницы, родные похоронили Ирину в парке Славы в Сухуми. Как потом выяснилось, они ошиблись. Останки Ирины Гацеридзе были идентифицированы совсем недавно среди эксгумированных в парке Славы неопознанных тел. Это уже второй случай в Абхазии, похожий, когда семья, используя визуальные методы, она опознала не члена своего семьи, а со своей стороны Международный комитет Красного Креста, он использует самые, можно сказать, современные методы и технологии, которые позволяют достаточно с большой уверенностью сказать то, что опознание оно идет на высоком уровне. Ирина пришла на Гумистинский фронт в феврале 1993 года. Во время мартовского наступления сан-инструктор 3-го батальона Ирина Гацеридзе, форсировав Гумисту, принимала участие в боях, оказывала медицинскую помощь раненым, выносила их с поля боя. Никто не может сказать точно, сколько раненых спасла она тогда. Ирина вновь и вновь возвращалась туда, где ее помощи ждали. В ходе одного из сражений перенесла через реку раненого, снова вернулась на поле боя, и больше ее живой никто не видел. Это был очень высокий, очень глубокий человек. Она за эти 3 дня срослась с ними, как бы породнились. Она знала каждого из них по именам. Но она и понимала, что кто-то ждет своего сына, кто-то ждет своего мужа, кто-то ждет своего брата. Вот среди этих раненых мог кто-то оказаться из близких. Лично я буду помнить, пока я живой, я буду помнить ее всю жизнь. И вечная слава и память о ней останется на века в истории Абхазии. Ирина Гацеридзе родилась в поселке Абрау-Дюрсо Краснодарского края. Незадолго до начала Отечественной войны переехала жить в Гагру. Девушка с обостренным чувством справедливости. Отважная, храбрая, всегда готовая прийти на помощь. Так говорят они, друзья-сослуживцы. Ирина была грузинкой по национальности, но когда враги оккупировали город, спасала абхазов, прятала их у себя дома, приносила им продукты, выводила через линию фронта в село Бзыпта. Прознав об этом, оккупанты арестовали девушку и подвергли чудовищным пыткам. Жестоко избивали ее, выбивали зубы, вырывали ногти. Но Ирина молчала, и они не смогли доказать ее вину. Спасибо вам за настоящего героя Абхазии. Спасибо всем матерям, кто воспитал таких бойцов и героев. Около 150 человек еще не найдены. Вот Международный Красный Крест занимается этим. Спасибо им за такую работу. Пока не похоронен последний боец, война не закончена, так говорят. Поэтому особенно не заканчивается война для самых близких, для родителей, для бойцов, для друзей. Сегодня особенный день для Таисии Федоровны Гацеридзе, которая спустя столько лет снова приехала на церемонию перезахоронения дочери. Мать давно оплакала и похоронила ее, но, как оказалось, все это время здесь покоился другой боец, останки которого теперь также будут идентифицированы. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.